Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью», и сегодня мы беседуем с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Якутии Галиной Данчиковой. Галина Иннокентьевна, здравствуйте! Завершается очередная региональная неделя депутата Госдумы от Якутии. Ваш график работы в республике всегда очень плотный. Расскажите, пожалуйста, о кратких итогах работы в рамках этой недели. Я сегодня вам постараюсь рассказать свой напряженный график. Итоги региональной недели завершаются, но я сейчас нахожусь под такими хорошими эмоциями, так как мы сейчас находимся с вами на территории базы лагеря «Виктория», где отдыхают наши дети. Вот первый сезон он открыт, и я достаточно давно, в общем-то, занимаюсь этим лагерем, на самом деле, впрямую, с точки зрения его, с момента его создания и вот сегодняшнее состояние. На самом деле, очень много в лагере сегодня изменилось. Конечно, и материальная база стала лучше. И самое главное, что дети, которые сейчас находятся вот первый сезон, всего за летний период будет отдыхать 624 ребят, 624 ребенка. В основном это дети, сейчас вот первый сезон, это дети с наших центральных вузов, с Вилюйской группы, Амга. Есть дети из Тампонского района, но второй и третий сезон это в основном будут ребятишки с арктических и северных территорий. Первое мое посещение, мы принимали решение о том, что нам необходимо восстановить медицинский пункт. Вот сегодня мы его уже посмотрели, может быть, и вы его посетили. Но если нет, я вам рекомендую. На самом деле там созданы все условия. И самое главное, что в итоге, когда ребенок завершает свой сезон нахождения на этой летней базе, он получает карту ребенка и с рекомендацией медицинского персонала. Сегодня мы обсуждали с коллегами, с администрацией, что необходимо еще с этого года, может быть, если нам удастся, обследовать и проводить профилактику стоматологов и ребятишек, особенно с арктических территорий. Я думаю, что это нам решение такой задачи посильно. Посмотрели небольшой вот концерт, администрация, конечно же, понимая, что я не первый год хорошо знаю эту материальную базу этого лагеря, знаю, какие сегодня есть определенные проблемы, они мне сегодня, конечно, показали их летний клуб, или, как они называют, вечерний отдых, где требуются определенные, конечно, вливания и определенная реконструкция. И я вижу, что здесь не хватает вот спортивного инвентаря для активного отдыха. Но дети, все, которые здесь находятся, они очень довольны. При этом не первый раз они приезжают сюда отдыхать на эту базу. Очень хороший коллектив. Вот мы видели сегодня вожатых. Я специально уточнила, в основном это молодые люди с наших учебных заведений. Когда идет отбор, то 3 человека на одно место. То есть это, в принципе, сегодня можно считать самая лучшая такая вот база для летнего отдыха. Конечно, еще много нужно сделать здесь работы. Если говорить о моих предыдущих днях, то первое, что в первый день моего приезда мы проводили совместно с правительством Республики Саха-Якутия, с законодательным собранием Ильтумэн по их инициативе и по приглашению. В республике находился председатель комитета по природным ресурсам Николаев, как вы знаете, проходило большое совещание. В основном мы обсуждали вопросы природопользования, земельные вопросы, законодательные инициативы, которые находятся на рассмотрении в комитете. И считаем, что результатом должно быть принятие ряда тех законопроектов, которые, собственно говоря, сегодня находятся на рассмотрении. В комитете, комитет имеет очень большую компетенцию, и мы уже
с ними работаем давно, и вот те законодательные инициативы и поправки к законам, это вот по почте России, по любительскому рыболовству, я надеюсь, увидев на месте вот ситуацию, председателем комитета будет активно поддерживаться позиция нашего законодательного собрания. Но, конечно же, и я, как депутат Государственной Думы, буду продвигать эти законопроекты. У нас состоялось, меня пригласили в общественную палату, где, в общем-то, собралась состав общественной палаты, общественность, профсоюзы, инициативные группы. Это связано было с внесением правительством Российской Федерации 16 июня законопроекта о внесении изменений в параметры пенсионной системы. Вы знаете, что речь идет о повышении, увеличении пенсионного возраста, но базовые показатели по стажевым группам, по льготным категориям, по социальным мотивам они не меняются. Речь идет о изменении возраста выхода на пенсию. Льготные категории сохраняются все, но мы с вами уже и вы, наверное, коллеги, для себя уяснили те параметры вносимого закона. Если сказать вот так, ну, по-крупному, это изменение выхода на пенсию. Если говорить, у нас сейчас с вами 55 лет – это женщины, 60 – это мужчины. Предлагается в законопроекте 65 мужчины и 63 женщины. По сути, получается, это увеличение у мужчин на 5 лет, у женщин увеличение выхода возраста на пенсию 8 лет. Сейчас идет самое активное обсуждение данного законопроекта. В законодательное собрание на отзывы этот законопроект направлен. Наша задача сейчас обсудить это с общественностью, с профсоюзами, с коллективами и, в общем-то, выработать предложения, которые, собственно говоря, мы видим, можно было поправить и когда мы будем его рассматривать в Государственной Думе в первом чтении, но в основном поправки это ко второму чтению. Сейчас, в общем-то, все обсуждают этот закон. Понятно, что при внесении данного закона с ознакомлением жители нашей страны, ознакомливаясь с данным законопроектом, конечно, разные мнения. Закон такой вот задевает всех. И, конечно, первая реакция, она вот такая, даже вот, не буду говорить, что не неожиданно, а, конечно, для всех это внутренний определенный такой вот сразу вопрос, а как это будет влиять на меня, как это будет с пенсионерами, которые сегодня уже находятся на пенсии, и те, которые в будущем будут уходить на пенсию. Самое такое вот основное – это мягкий переходный период. Это для мужчин 10 лет, для женщин это 16 лет. То есть вы, тот предельный, который будет к 28 году и к 34 у женщин, он будет установлен в эти периоды. А в период именно 10-летний для мужчины и 16-летний для женщин он будет идти постепенно. То есть если у вас наступил право на ухода на пенсию в 2019 году, вы пойдете вот там в 2020, и так вот подвижка постепенно идет. По-разному высказывались на общественных слушаниях. Вначале, конечно, немного это было так сумбурно, неконструктивно, можно сказать. Но в итоге все вошли как бы в темп конструктивной работы, обсуждения предложений, какие есть мнения. Льготы для районов Крайнего Севера и местности, приравненных к ним, они сохраняются. То есть у нас также сохраняется в целом для всех, кто живет в полосе центральной, устанавливается такой возраст, а ухода на пенсию для северян он на 5 лет как бы меньше. То есть это льготная пенсия досрочного ухода, она сохраняется. Те досрочники по списку первому, второму, это тоже сохраняется. Это опасные, тяжелые условия туда. Но перечень очень большой, я его даже не буду перечислять. Это вот касается оленеводов, рыбаки, но это все, я говорю, такими мазками более такими крупными, в принципе, конечно, это детали, это счет
но считаю, что мы должны конструктивно подойти к обсуждению и, конечно, сейчас разъяснять населению данный законопроект для того, чтобы понимать, что мы должны защитить те категории, которые нуждаются в этом. Но все мы прекрасно понимаем, что цель предложенного правительством Российской Федерации законопроекта заключается, первое, конечно, это повышение размера пенсий, которые в среднем по России сейчас 14 тысяч. Это то, что сегодня у нас на одного пенсионера приходится 1,8 работающих. И это для того, чтобы в долгосрочной перспективе сбалансировать пенсионную систему, то есть чтобы были гарантии. И мы, конечно, правительство Российской Федерации предлагает внести на ратификацию 102-ю конвенцию МОД, международную конвенцию, где, собственно говоря, как раз зафиксировано следующее. О том, что пенсия должна быть не менее 40% утраченного заработка. То есть правительство и предлагает, Российская Федерация и стремится к этому. Но в ходе обсуждения возникнут, думаю, что какие-то поправки, ну это мое мнение, думаю, что сейчас вся Россия, все жители нашей страны обсуждают этот закон. На самом деле, надо признаться, для всех, ну даже для меня как бы это было такой неожиданностью. И сейчас нужно просто все это взвешенно обдумать и посмотреть, какие категории защитить, где, собственно говоря, какие, может быть, профессии добавить, внести. Но это требует обсуждения. И, конечно, обсуждение должно быть конструктивным. Эмоции есть. Мы вот вчера на Общественной палате на самом деле были очень большие эмоции в начале обсуждения. Когда, в общем-то, я сделала такую попытку объяснить, так как на момент обсуждения еще не все знакомы были с внесенным законопроектом, потому что сам законопроект, он не составляет там каких-то 30-40 страниц, его объем небольшой, но его нужно привязать к базовому 400-му закону, и тогда все будет понятно. Поэтому будем работать. Все, что вчера прозвучало, все это зафиксировано, все это будет оформлено и доведено до соответствующих комитетов Государственной Думы. Так что я готова конструктивно работать с любыми предложениями, которые будут высказаны жителями Республики Саха-Якутия по этому вопросу. Галина Иннокентьевна, приезжая в Якутию, вы всегда встречаетесь со своими избирателями. И один из форматов работы – это прием граждан, личный прием граждан. Вот с какими обращениями к вам обращались в этот раз? По графику у нас стоял прием граждан в поселке Маган. Мы сегодня вот как раз в утренние часы провели там прием граждан. Вопросы, не сказать, что аналогичные вот ранее проведенным мною приемам. Здесь, что вот если так обобщить, что так показательно. Жители поселка, которые пришли на прием, в основном у них вопросы были поставлены следующие. Они хотят жить там, где сейчас живут, но хотят, чтобы условия мы им создавали более комфортные. То есть просьбы такие, вот нам необходим дом культуры, мы хотим иметь спортзал, нам необходим, у нас есть одаренные дети, музыкальная школа, мы готовы сами заниматься хозяйством, огородничеством, мы готовы у себя, пусть небольшую, но развивать переработку овощей для того, чтобы вы могли ее использовать там, ну, для арктических территорий. Были, конечно, такие достаточно... Были вопросы по предоставлению земельных участков семьям, имеющих 3 и более детей. Были вопросы летнего водопровода. Ну, вот такие вопросы, которые не являются для меня особо как бы новыми. Но самый такой вот вопрос, конечно, над которым надо будет работать, это, конечно, многодетные семьи. Вот по многодетным семьям вопросы эти как бы системно, вот такой красной линией проходит при каждом моем приеме. Здесь вот мы сегодня эту тему обсуждали при встрече с нашим исполняющим обязанности главы Республики Саха-Якутия Арсением Сергеевичем Николаевым. Я думаю, мы тоже найдем
здесь какое-то с ним решение. Мы также повстречались с ним, обсудили наши дальнейшие планы. Будем взаимодействовать, работать с исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха-Якутия. Я встречалась тоже уже 2 раза. Мы тоже с ним обсудили наши направления, как мы будем двигаться и как будем осуществлять взаимодействие в интересах жителей Республики Саха-Якутия. Спасибо Спасибо. большое. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.